Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 20 по 26 апреля 2020 года для стрельцов. Карта недели. 3 карты на отношения. 2 карты на работу. Финансы. Удача недели, проблемы недели, совет на неделю. Итак, девятка пиковая снова в который раз выпадает на этой неделе. Видимо, очень большие влияния идут извне. Это действительно карта обстоятельств, да, когда мы чего-то хотим, но не можем это сделать, потому что на нас влияет жизнь, на нас влияет судьба, обстоятельства, другие люди и так далее. Карта говорит о том, что могут быть какие-то задержки в исполнении наших желаний, каких-то важных дел, но в то же время эта карта говорит о том, что нам можно заниматься своей стабильностью, своей профессиональной деятельностью в той мере, насколько это возможно. Если мы не можем, допустим, сейчас работать, мы можем учиться, получать второе высшее образование, или просто работа нужна нам, новые профессиональные навыки нужны в какой-то новой области, в которой мы очень заинтересованы и намерены в этом разобраться как можно лучше. Эта карта говорит о том, что нам нужно ставить цели хорошие, высокие, нам нужно практически действовать, не думать, не раздумывать, не мечтать, а уже что-то делать, по крайней мере, что можем. Да? И также эта карта говорит о том, чтобы мы обязательно стали экспертами в том, чем хотим заниматься. Вот если даже задержки какие-то есть, да, мы можем это время использовать для того, чтобы стать еще большим, лучшим профессионалом, либо научиться чему-то новому. Карта времени, когда время работать должно на нас, когда мы должны с уважением к нему относиться и учитывать то, что каждая минута на этой неделе будет в будущем для нас очень дорого стоить. То есть потеряли время, будет проблема в будущем. Если, наоборот, используем время с должным уважением, наоборот, это будет для нас чем-то хорошим, да, наградой какой-то в будущем. Отношения. Десятка трефовая говорит о том, что есть возможность познакомиться с человеком очень серьезным, влиятельным, который занимает либо высокое социальное положение, либо просто очень серьезный и ответственный. Очень хорошая карта для того, чтобы создать какие-то стабильные, прочные взаимоотношения. Но здесь, конечно, тут романтикой никакой не пахнет. Здесь просто человек очень занят своей работой, он ориентирован на карьеру. Если вот такой вас человек устраивает, то вот хорошее время для знакомства. Для тех, кто в паре, восьмерка червовая выпадает. Карта говорит о том, что, скорее всего, нужно будет заниматься вопросами семьи, детей, родителей. То есть эти вопросы будут действительно стоять очень остро. Может быть, в семье какая-то обстановка очень эмоциональная, какие-то страхи, да, вот страх будущего, непонятно, что ждет. И вот это все отображается вот на общем настроении. И вот задача стрельцов, вот кто бы ни был там, это стрелец, который сейчас смотрит, да, вот по отношению к семье, кем бы себя ни проявлял, нужно именно успокаивать своих близких, давать им надежду на будущее. То есть вот на вас как бы такая накладывается ответственность навести порядок в вашей семье в плане эмоций, чтобы было как можно больше положительного, да, чтобы было хорошее настроение, чтобы все смотрели в будущее как-то с оптимизмом, чувствовали себя стабильно, уверенно. То есть как бы таким крепким плечом вы должны стать для своих близких. Тогда вот хорошая тут получается неделя. Также могут решаться вопросы, связанные с недвижимостью, и вопросы с просто работой по дому, допустим, да, распределение обязанностей или еще что-то такое. Самое элементарное, да, какие-то вопросы, связанные с питанием,
продукты, которые употребляем, работа по дому и так далее, и так далее. То есть ничего такого особенного здесь не видно. Единственное, что вот могут быть какие-то страхи, вот с ними нужно разобраться. А теперь для тех, кто в ссоре, король бубновый выпадает. Карта говорит о том, что, скорее всего, у вас ссора произошла из-за финансов, из-за финансовой стороны ваших отношений. И вот если будет стабильность, если вы сможете поговорить с партнером, и он поймет, что все-таки, ну, как бы вы настроены на то, чтобы в ваших отношениях все-таки было, ну, может быть, совместный доход, да, чтобы вы, допустим, вкладывали в отношения с обеих сторон финансы. Вот может этот вопрос будет решен. Или, допустим, один из партнеров не соглашается на продажу чего-то или на покупку. Из-за этого могла возникнуть ссора. То есть, если договоритесь, значит и помиритесь. Но карта говорит о том, что, в принципе, на покупку нужно соглашаться или на продажу. В общем, любые коммерческие сделки, они тут должны быть, конечно, не быстро осуществлены, то есть нужно хорошенько подумать, все взвесить, но в любом случае, если это создает вам стабильность, это нужно осуществлять, и вы можете об этом с партнером поговорить. Работа. Для тех, кто в поиске работы, чем больше вы общаетесь, говорите о том, что вы в поиске работы всем близким и знакомым, тем больше возможностей у вас эту работу найти. Ну и, конечно же, карта обучения, то есть если вам не хватает навыков каких-то профессиональных, вот самое время, чтобы поучиться, для того, чтобы в будущем эту работу получить. Карта, знаете, вот коммуникации. Чем больше вы общаетесь, звоните, пишете, да, вот именно о своем, ну, о своей потребности об этой, тем больше у вас возможностей для того, чтобы этот вопрос решить. Кстати, вот эта карта говорит о том, что неплохо было бы в каких-то группах по интересам эту информацию распространить. Для тех, кто работает, карта говорит о том, что может быть много каких-то слухов, много информации лишней, ненужной, которая вас сбивает с толку. Может быть, еще просто не ясно, что вас ждет на этой работе. Допустим, один говорит одно, другой другое. Вот карта говорит о том, чтобы вы не доверяли пока что каким-то пересудам, сплетням. Придет время, вы узнаете всю необходимую информацию. А сейчас пока что, если даже есть какие-то сложности со стабильностью, да, есть сложности с тем, что непонятно, что ждет в будущем, ну, это нужно просто переждать время, чтобы легче было ждать, опять же учиться, опять нужно работать со своими навыками, заводить какие-то новые связи и так далее, и так далее. То есть вот чем больше коммуникаций, тем вам легче будет этот период пережить. И если вы работаете, то, опять же, как можно больше здесь нужно связей с общественностью для того, чтобы у вас все ладилось в работе. Для тех, у кого свое дело, дама червовая выпадает, карта говорит о том, что перемены здесь точно будут. Перемены, связанные, скорее всего, с теми людьми, с которыми вы привыкли работать. Либо вы будете новых каких-то привлекать к себе людей, либо будете расставаться со старыми людьми. Вот, может быть, они мешают вам сейчас зарабатывать, да, или, может быть, время вот такую проверку сейчас нам дает, да, и они не прошли эту проверку, и вам приходится с ними расставаться. Но, в общем, какой-то тут человеческий фактор возникает, вот перемены. Кроме того, это может быть еще и новый поворот в вашем деле. Может быть, вы новое направление открываете, либо меняете коренным образом свою деятельность, и это будет удачно. То есть вот эта карта, она всегда говорит о том, что именно новое для вас сейчас удачно, не нужно держаться за старое, потому что там нет будущего. Новые люди, новые связи, любые перемены, которые позволяют вам как-то по-новому взглянуть на все, что происходит. Кроме того, вот эта карта такой свободы, знаете, когда вы убираете что-то лишнее, да, у вас появляется больше возможностей. Это раз. Потом, может быть, по этой карте вы как-то по-новому начнете проявлять там свой бизнес, себя в нем, общаться как-то по-новому, как-то, может быть, уберете какие-то привычные методы,
То есть будете действовать более спонтанно, будете более открыто себя вести, вот как-то проявлять себя, ну, более легко, что ли. И вот для этого в этом для вас удача. Ну и, конечно же, новые технологии. Если есть такая возможность, нужно использовать, это тоже вам на благо. Деньги, финансы, семерка пиковая. Карта говорит о том, что, скорее всего, здесь будет много каких-то или договоров, либо оплата по счетам. В общем, деньги почему-то связаны у вас здесь с бумагами. Это может быть, конечно, и, допустим, оформление сделки, да, и благодаря этой сделке вы получаете какие-то деньги. Либо наоборот, вы что-то покупаете, да, то есть отдаете деньги, заключаете договор. А также эта карта связана очень часто с приобретением денег вот на той территории, ну, той валюты, где вы живете, да, той территории, на которой вы живете. Также карта говорит о том, что вы можете какие-то доверенности оформлять, завещания, и тоже вот через них могут приходить деньги. В общем, какие-то бумажные дела все время, и без вот этого у вас не получается, ну, как бы получать деньги. То есть нужно обязательно, чтобы было какое-то оформление. Кстати, может быть здесь даже вот оформление официальное какого-то дела. Допустим, вы работали по найму, хотите организовать свое дело, и вам тут нужно будет обязательно его оформить для того, чтобы деньги получать и так далее. Либо просто вы заводите какие-то счета, оформляете карты, ну, карты банковские, да, и так далее, и так далее. В общем, деньги как будто бы на руки к вам не приходят, они либо на карту, либо через какие-то бумаги приходят к вам. Теперь удача. Удача этой недели для стрельцов, дама пиковая. Карта говорит о том, что чем комфортнее вы себя чувствуете, вот во внешнем мире, с другими людьми, чем вы лучше выглядите, чем лучше на вас одежда и так далее, тем лучше вас воспринимают люди, тем легче вам работать, тем легче вам жить и так далее. То есть вот как бы в красоте получается вот ваша удача на этой неделе. Плюс еще и умение строить отношения, умение заключать договоры, чтобы было полезно всем, и вам, и другим. То есть здесь нельзя ни в коем случае все отдавать, да, нужно и себя тоже как бы иметь в виду. И в то же время себе все нельзя брать, то есть нужно и о других людях думать. Вот такое равновесие должно быть. Проблема: король червовый, основные все сложности будут на дому. Это взаимоотношения, это воспитание детей, это общение там с родителями, детьми и так далее. То есть все, что касается дома, все, что касается домашних забот, недвижимости, вот это все может стать проблемой на этой неделе, потому что, скорее всего, какие-то вопросы стопорятся, и их нельзя решить. Но здесь вот только терпение и переключение, да, переключение на то, где у вас есть возможности, где есть власть что-то решить. Совет: десятка бубновая. Карта говорит о том, что стрельцам на этой неделе рекомендуется обязательно прояснить какие-то важные вопросы для себя. Если что-то откладывается, да, или долгое время не решается, даже вот в плане там бумаг, юридических каких-то вопросов, вот пришло время, чтобы это решить. Эта карта говорит о том, что неплохо было бы проанализировать ситуацию, да, чтобы было понятно, где вы сейчас находитесь и куда дальше идти, что у нас с финансами и как это будет в будущем и так далее. То есть все проанализировать для того, чтобы какая-то уверенность в завтрашнем дне появилась и показалось направление, куда двигаться. Кроме того, образование, обучение, вот эти темы, они очень важны для стрельцов на этой неделе. Нужно уделить этому внимание. Особенно важно правильно выбрать преподавателя, учителя, правильно выбрать окружение, тех людей, с которыми мы общаемся. Также вот эта карта для средств связи очень удачная. Если, допустим, вы планировали покупать там компьютер, телефон или еще что-то такое, это очень удачное время. Ну и, конечно же, здесь вот
бумаги. Все, что связано с документами, с бумагами, с счетами. В общем, все это вот очень важно. Если у вас есть что-то, какие-то заботы вот по этому поводу, эта неделя как раз лучшая для того, чтобы это все решить. Друзья, желаю вам прекрасной недели. Желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, здоровья. До новых встреч.